Это вечерние новости. Студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат прошел все необходимые проверки. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Среднеколымского района, который по неосторожности устроил пожар в лесу. Школы Якутии оснастят рециркуляторами воздуха. Как идет работа в этом направлении? Тепло в дома ленчан должно поступить 7 сентября. Ленское предприятие тепловых и электрических сетей заканчивает подготовку к отопительному сезону. Мощи святого Николая Чудотворца доставили в Якутск. Торжественная служба прошла в Преображенском соборе. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее массовый выпуск должен начаться в ближайшее время, и все желающие смогут обратиться по этому поводу к медикам. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что препарат прошел все необходимые проверки. Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Президент поздравил всех, кто работал над созданием вакцины и достиг результата. Он также отметил, что в России работа над созданием препаратов подобного рода продолжается, и пожелал всем ученым успехов. Рассмотреть вопрос выделения средств на покупку вакцины против гриппа поручил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. А руководители регионов должны обеспечить необходимый резерв коек для больных COVID-19. Необходимо организовать мониторинг использования специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом и обеспечить необходимый резерв, а также предусмотреть возможность быстрого развертывания таких коек, которые могут использоваться по основному профилю, а при необходимости перепрофилироваться для лечения инфекционных пациентов. Избыточный фонд должен быть возвращен для оказания плановой медицинской помощи. Между тем, еще 55 человек заболели новой коронавирусной инфекцией в Якутии. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе брифинга по эпидситуации. 42 случая зарегистрированы в Якутске. Остальные в Алданском, Булунском, Мегино-Кангаласском, Нюрюнгринском, Оленёкском и Сунтарском районах. Как отметил Айсен Николаев, в Якутии увеличилось количество тяжелых больных. Это 42 человека. 11 из них на аппаратах ИВЛ. Растет и число пожилых людей, больных COVID-19. Что касается коронавируса, я особо обратил внимание профильных министерств, в первую очередь Министерства труда и социальной защиты, что у нас появились, к сожалению, за последний месяц случаи заноса инфекции в закрытые социальные учреждения, дома престарелых, психоневрологические диспансеры, что, конечно же, говорит о несоблюдении со стороны персонала тех норм, которые не должны как раз допустить появление этой болезни в таких закрытых учреждениях. Поэтому здесь, конечно же, кроме ответственности непосредственно руководителя этих учреждений, необходимо говорить уже и об ответственности непосредственно самого министерства, потому что такая повторяемость, к сожалению, этих случаев с десятками заболевших, это, конечно же, говорит о определенных упущениях в работе непосредственно самого руководства Министерства труда. Я уверен, что все-таки меры будут приняты, и больше таких случаев у нас, такие, какие мы сейчас наблюдаем по городу Якутску, возможно, по Хангаласскому областу, таких случаев у нас все-таки больше не будет. Также в ходе брифинга глава региона подчеркнул, что школы в крупных городах и населенных пунктах республики необходимо обеспечить рециркуляторами воздуха. Причем сделать это необходимо до начала учебного года. По словам Айсена Николаева, работа в этом направлении пока идет медленно. Глава региона дал поручение министру образования Якутии решить этот вопрос. К слову, такими аппаратами необходимо оснастить не только школы, но и детские сады, СУЗы и вузы. Контроль за этим будет очень жесткий. Ко мне обращаются и жители городов и сел республики, обращается педагогическая общественность. И, конечно, этот вопрос находится сейчас уже на моем личном контроле. Уверен, что все меры будут приняты, и 1 сентября наши дети смогут пойти уже и начать учебный год в нормальных условиях.
К другим темам, прием заявок на получение статуса резидента арктической зоны начнется с 28 августа. Претендовать на этот статус могут зарегистрированные на территории Арктики юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие реализовать инвестиционный проект с капитальными вложениями не менее 1 миллиона рублей. Также 28 августа вступит в силу федеральный закон о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне России. Он предусматривает льготы для инвесторов, планирующих реализовать на арктических территориях новые проекты. Например, нулевая ставка федеральной части налога на прибыль организации на 10 лет. Региональные и местные льготы будут установлены до конца этого года. Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2022-2032 годы международным десятилетием языков коренных народов. Уже идет подготовка плана мероприятий, которые должны стартовать через 1,5 года. Специалисты из России также активно участвуют в дискуссии и предлагают свои идеи, как поддержать языковое разнообразие. Опытом с иностранными коллегами готовы поделиться и якутские эксперты. Подробности у Максима Кардозу. В России говорят на 150 языках, 22 из них, по оценкам экспертов, под угрозой исчезновения. Серьезнее всего эта проблема коснулась арктических регионов. Якутия не исключение. Например, по последним данным исследователей, только 5% эвенков, которые живут в нашей республике, считают эвенкский своим родным языком. Вот, например, возьмем эвенки. В Якутии их более 20 тысяч человек. Но владеющих, даже не носители пока, а владеющих или сохраняющих язык из них очень мало. Ну, немногим, наверное, больше 300 человек. Это очень маленький, низкий процент. И это в основном только в 2 населенных пунктах. Это Иенгра и Тяня. Сложная ситуация и с другими языками коренных народов, проживающих в Якутии. И в республике действует целая система поддержки этого направления. В 45 школах ведется изучение языков коренных народов. Выпускаются учебные пособия для детей. Проводятся различные мероприятия и акции, направленные на популяризацию северной культуры. Также Якутия участвует в международном проекте цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов Арктики. Этот проект направлен на цифровизацию, то есть сохранение на цифровых носителях того наследия, языкового, культурного наследия, которое сохранилось в арктических регионах не только нашей страны, но и всего мира. Поэтому сейчас этот проект рассматривается в Арктическом совете, в который входят 8 арктических государств, и был направлен на сохранение исчезающего, к сожалению, языкового и культурного наследия коренных народов Арктики. По мнению экспертов, сохранить культуру Севера поможет и внедрение документооборота, а также проведение собраний на языках коренных народов. Нужно продолжать работу и над выпуском новых пособий для детей, причем не только для начальных классов, а также увеличить количество часов преподавания в школах. Помимо учебников, необходимо издавать и художественную литературу. Для сохранения языка необходимо и также переводить и издавать всемирную классику. На языках коренных это обширнейшая тема. Мы ее стараемся тоже поднимать. Конечно же, силами одной организации это осуществить невозможно, поэтому мы стараемся привлекать и государственные средства, работаем с федеральными органами. То есть это обширная тема на долгие-долгие годы. Все эти идеи будут направлены в Международный совет при ООН. Они станут основой мероприятий, которые должны реализоваться в рамках десятилетия языков коренных народов мира. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва, Якутск. На Нерюнгринской ГРЭС приступили к глубоководному обследованию подводных частей гидротехнических сооружений. Такие обследования проводятся 1 раз в 5 лет. Этого периода достаточно для систематизации материалов и отслеживания изменений состояния сооружений в процессе эксплуатации. Полученные данные помогут оценить состояние, своевременно выявить дефекты и повреждения, влияющие на снижение эксплуатационной надежности не только проверяемых объектов, но и ресурсно-снабжающего предприятия в целом. При использовании применяются в основном методы неразрушающего контроля, так как невозможно брать какие-то пробы, снижать несущую способность сооружений. Средства в основном ультразвуковые, ультразвуковая толщинометрия, дефектоскопия, определение прочности бетона, остаточных толщин металлических конструкций. По ним, в соответствии с нормативно-технической документацией, судим об остаточном ресурсе сооружения и его текущем техническом состоянии. 278 случаев укуса клещами зафиксировали в Якутии. При этом проведены все необходимые профилактические мероприятия, в том числе введен иммуноглобулин против клещевого энцефалита.
С начала сезона зарегистрированы 4 случая заболевания клещевым боррелиозом. От клещевого вирусного энцефалита в республике привиты 2260 человек, в том числе 502 ребенка. В регионе от клещей специалисты обработали 30 гектаров, в том числе территории летних оздоровительных лагерей. В Мирном пункт передержки безнадзорных животных реорганизовали в приют. О том, как организована его работа и эффективны ли принятые в этом году новые требования в работе с животными, выясняла Марфирина Алексеева. Анна Владимировна работает с безнадзорными животными вот уже на протяжении 3 лет. В приюте она врач-ветеринар, заведующий, занимается кормлением, выгулом, уходом и даже поиском хозяев для животных. Ежегодно заключать контракт ее вынуждает ситуация. Полное отсутствие желающих работать с животными и жалость к бездомным четвероногим. На сегодняшний день в приюте содержится более 20 собак и 7 кошачьих. Отлавливают животных по заявкам горожан. Затем вакцинируют, стерилизуют, передерживают 10 дней и отвозят обратно на место отлова. Агрессивных собак приют обязан содержать пожизненно. Однако такие псы еще не встречались. Пока больше положенного срока приют содержит только щенков. 2 щеночка, они как бы содержатся в надежде найти хозяев, просто нам их жалко на улицу выгонять. Что они там могут быть покусаны, сбиты машиной, там нехорошими людьми обижены. По наблюдениям специалистов-отловщиков, агрессивными собаками всегда оказываются хозяйские, которых безответственно отпускают с привязи жители частных секторов. Либо собаки, сбившиеся в стаи, которые на момент отлова и выпуска были дружелюбными. К сожалению, бродячие животные редко становятся питомцами, так как в основном горожане ищут целевых собак с особыми запросами. Там кому-то нужно породистое животное бесплатно, у нас таких нету. Кому-то нужно животное, я говорю, на охоту, на рыбалку, для охраны. У нас тоже специализированно таких животных нет. У нас собаки для любви. А раз мы не можем рекомендовать, то всегда подспудно возникает мысль, что если животное не оправдает надежд владельца, то оно будет обратно выкинуто на улицу. Поэтому очень настороженно относимся к пристройству. Введенные новые требования, в которых обязуют фиксировать отлов на видеокамеру, выполнить почти невозможно. Это не только доставляет неудобства, но и понижает качество отлова. Если животное человеку совершенно безразлично, то хоть снимай на камеру, хоть рядом полицейского представь. Это никак не повлияет на качество. В конце августа заканчивается контракт работы у действующей подрядной организации, после чего администрация города снова будет искать тех, кто согласился продолжить отлавливать и содержать бездомных животных. Как показывает практика, требования, введенные в этом году, неэффективны. На улицах города, как и раньше, все еще встречаются агрессивные животные. Люди не стали ответственней, а дополнительные меры не способны исправить ситуацию. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Новый кинозал откроют в Ленске в этом году в рамках национального проекта «Культура». Средства будут выделены благодаря участию в федеральном конкурсе Фонда кино, который подразумевает выделение средств на оборудование и открытие кинозалов в малых городах. В Ленске есть один кинотеатр, но жители недовольны его работой из-за нерегулярных показов и возникавших технических проблем. Новый зал будет на 50 мест, на его оборудование выделят 5 миллионов рублей. Отмечу, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» и конкурса Фонда кино было открыто 5 кинозалов в Среднеколымске, Вилюйске, поселках Бердикистях, Батагай и селе Оленек. Прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а сразу после смотрите. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Среднеколымского района, который по неосторожности устроил пожар в лесу. Тепло в дома ленчан должно поступить 7 сентября. Ленское предприятие тепловых и электрических сетей заканчивает подготовку к отопительному сезону. Мощи святого Николая Чудотворца доставили в Якутск. Торжественная служба прошла в Преображенском соборе. Мы продолжаем наш выпуск. Убийцу 4 человек, в том числе 2 детей, приговорили к пожизненному заключению. Приговор сегодня огласил Верховный суд Якутии. Установлено, что подсудимый ранним утром 29 марта этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из частных домов Якутска нанес в ходе ссоры множественные ножевые ранения женщине, в результате которых она скончалась на месте происшествия.
А после, с целью скрыть это преступление, он нанес множественные удары ножом пожилой матери погибшей женщины. Его жертвами стали и малолетние дети 5 и 8 лет, которые также погибли на месте от нанесенных им множественных ножевых ранений. Впоследствии, в тот же день, в ходе его задержания по подозрению в совершении убийств, он совершил посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, нанеся ему не менее 3 ударов ножом в сторону расположения жизненно важных органов. По результатам рассмотрения уголовного дела суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Среднеколымского района, который по неосторожности устроил пожар в лесу. В ходе предварительного расследования установлено, что в мае этого года обвиняемый произвел незаконный сельскохозяйственный пал на территории первого кангаласского наслега, в результате чего произошло возгорание сухой травы и распространение огня на лесной массив. Выгорело более 6000 гектаров леса. Сумма ущерба, причиненная лесному фонду, составила свыше 1 900 000 рублей. После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. С целью возмещения причиненного преступлением ущерба прокуратурой района к обвиняемому также предъявлен гражданский иск. Площадь лесных пожаров в Якутии уменьшилась на 42 гектара за сутки. На тушение привлекались 706 человек и 105 единиц техники. Сложная обстановка сохраняется на территориях Верхоянского, Кобяйского, Тампонского и Усть-Алданского районов, где зарегистрированы 43 очага. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. По данным авиалесоохраны, на территории региона бушуют 125 природных пожаров. Площадь активного горения 388 гектаров. За сутки возникли 18 пожаров и 13 ликвидированы. В этом году у нас командировок вот на данный момент в августе до августа намного больше с прошлым годом. Нашим работникам получилось в этом году поработать по весне на территории Забайкальского края, Амурской области. Дальше начались командировки Республика Бурятия, Иркутская область, Республика Саха-Якутия. В этом году получилось даже поработать на территории полуострова Камчатка, в Магаданской области и на территории Чукотки. Сейчас пожары, как вы знаете, действуют на территории Красноярского края, там тоже наши люди, Ханты-Мансийского автономного округа. И наши люди работают на Урале, спасают заповедник, Денежкин камень называется. В Якутске прошел плановый объезд домов, попавших под региональную программу капитального ремонта. В рамках проверки был установлен дальнейший план работ, учтены ошибки и сроки сдачи объектов. Тему продолжит Сарглана Неустроева. В этом году, несмотря на большее количество вошедших в программу капитального ремонта домов, работы значительно усложнились ситуацией с пандемией. При условии, что некоторые их виды требуют установки определенного оборудования не только в подъездах, но и в квартирах, отдельные бдительные граждане не рискуют пускать рабочих на порог своего дома. У нас работа идет не такими темпами, которые, наверное, хотелось было, чтобы они шли. Но, в общем, от графика мы не отстаем и идем согласно графику производства работ. Единственное, самое большое, у нас неудобство, то, что жильцов не так-то просто собрать. Тем не менее, по словам не только представителей подрядной организации, но и первого заместителя министра ЖКХ и энергетики республики, большинство работ проходит с опережением установленных сроков. Работы все на завершающей стадии, получается. Так, вот фундамент уже Ярославская 39 сдали. И сейчас заканчиваем фасад. На днях закончим и будем сдаваться. И тут отопление, техэтаж делаем. В этом году капитальному ремонту подвергся и дом по улице Ярославского, в котором ранее произошел взрыв газа, в результате чего случился пожар. Сейчас там практически завершены не только косметические работы, но и работы по замене оборудования. Был составлен акт, составлена смета
По данным расходам определена, заказчиком определен фонд капремонта. Подрядная организация выполнила работы. Только что посмотрели эти работы. Работы, в принципе, выполнены на должном уровне. Есть, конечно, там маленький недочет, но я думаю, что подрядная организация справится. Срок выполнения работы 1 сентября. Мелкие недочеты будут устранены со стороны заказчика, со стороны Министерства ЖКХ. Будет вести контроль за качественным выполнением данных работ. В рамках региональной программы капитального ремонта в республике будут совершены работы в 256 домах. Это практически в 2 раза больше, чем в прошлом году. Сроки сдачи объектов назначены до начала отопительного сезона. Саргалана Неустроева, Джулус Иннокентьев, Якутск. Крупнейший поставщик энергоресурсов в Ленском районе вышел на финальную стадию подготовки к отопительному сезону. Предприятие тепловых и электрических сетей завершает косметические и точечные ремонты. С энергетиками встретился Роман Токмаков. Ленское предприятие тепловых и электрических сетей – крупнейшая ресурсоснабжающая организация Ленского района. Чтобы понять масштаб хозяйства энергетиков, нужно знать только один факт. Если сложить все инженерные сети ЛПТС, получится расстояние от Ленска до Удачного. Специалисты предприятия практически закончили подготовку оборудования к новому отопительному сезону. На центральной котельной заменили фильтры по смягчению воды и часть дутьевого оборудования. Выполнили 95% работ. Остались небольшие штрихи по покраске, косметическому ремонту оборудования. Силами подрядных организаций выполнена замена экономайзера, котла-агрегата, замена фильтров химической водоподготовки. Своими силами также провели планово-предупредительный ремонт всего котельного оборудования, подогревателей, трубопроводов. Сбоев в планах нет. Единственной проблемой с началом отопительного сезона может стать неисправность коммуникации в жилых домах, считают специалисты. При запуске тепла люди жалуются на неисправное состояние труб и батарей, но это не зона ответственности энергетиков. За стеной дома это ответственность уже собственников жилья и тех управляющих компаний или ТСЖ, с кем собственники жилья заключили договоры на обслуживание многоквартирных домов. Вот здесь бывают нестыковки, но мы стараемся от таких вопросов уходить. И те, которые возникают, какие-то ситуации, жалобы и так далее, мы их решаем всегда положительно. Все оставшиеся ремонты энергетики закончат до 31 августа. Тепло в дома ленчан должно поступить 7 сентября. Роман Токмаков, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». Старейшей станции Южно-Якутского региона Чульманской ТЭЦ в этом году 58 лет. Прошлым летом на объекте начался ремонт. В этом году работы продолжаются. На эти цели выделили свыше 188 миллионов рублей. Сегодня выполнен комплекс необходимых ремонтных работ по котельному и турбинному оборудованию. А именно переложен аварийный участок трубопровода магистральной тепловой сети «Аэропорт», в том числе участок, проходящий под автодорогой Лена, и участок трубопровода магистральной тепловой сети Верхпоселка. Все это повысит безаварийность и надежность работы Чульманской ТЭЦ. Работы по перекладке тепловых сетей выполняются по графику. В конце августа у нас будет запланировано гидравлическое испытание сетей и уже подключение потребителей, начало отопительного периода. Работы по ремонту котельного оборудования у нас продлятся до конца ноября месяца. По турбинному оборудованию в планах завершить уже к концу сентября. Ковчег с мощами святого Николая Чудотворца доставили в Преображенский собор Якутска. Сегодня была отслужена божественная литургия, которую возглавил архиепископ Якутский и Ленский Роман. Торжественную службу посетил и глава Якутии сын Николаев. Николай Чудотворец родился в 258 году в городе Патаре. Первое чудо Николай явил при самом своем рождении, исцелив свою мать от тяжелой болезни. Он прожил достойную жизнь и, достигнув глубокой старости, мирно скончался. С IX века святой почитается как небесный покровитель державной власти. Перенос мы сделали в день Рождества, Рождества святителя Николая для внимания общего, для сугубой молитвы, которая особенно нужна сейчас всем нам и в период пандемии, в период испытаний.
Мы видим, что люди с радостью откликнулись на эту возможность такого широкого доступа и поклонения к мощам. Ежедневно в соборе совершаются особые молитвословия. Юная блогер Карина Колесова из Якутии победила рак. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм. Свой блог о борьбе с этим недугом Карина ведет с мамой Натальей. На протяжении 2 лет она рассказывает своим подписчикам о лечении и снимает развлекательные видео. Неделю назад Карина начала плановое обследование, и вчера ей сообщили о ремиссии. Карина также рассказала, что в этом году она впервые за 3 года пойдет в школу. До этого она училась на дому. Сегодня на ее блог подписаны более 64 тысяч человек. Видео с объявлением о ремиссии набрало более 4 тысяч комментариев со словами поддержки. Всем привет, меня зовут Карина Колесова. Большинство меня знают как Каришку, которая борется с раком крови. 2 года назад мне поставили страшный диагноз, который перевернул нашу жизнь на 360 градусов. Это острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Ну и на протяжении 2 лет мы боролись, упорно боролись. И вчера мы получили долгожданную выписку, самую главную за эти 2 года, о том, что я в ремиссии, что я победила эту страшную болезнь. Эмоции, конечно, были непередаваемые, потому что, такие эмоции не может пережить или знать эти эмоции человек, который не болел этим и не победил эту болезнь. Из-за этого они такие, незабываемые и непередаваемые. Вот. Хочу сказать спасибо своим врачам, которые меня вылечили, своим родным, которые всегда мне помогали и сплотились в такую одну большую команду. Вот. Отдельное спасибо моей маме, самой любимой, своей бабушке, которая тоже меня всегда поддерживает. И самое большое спасибо моим подписчикам, которые всегда меня поддерживали и поддерживают по сей день. Вот. Еще хочу пожелать тем, кто столкнулся с этой болезнью, с онкологией, чтобы вы не опускали руки, потому что эту болезнь можно победить. И если вы упорно постараетесь, обязательно победите. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.